Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тоя Пирот. По причине роста населения, регулярного увеличения количества социальных учреждений, производственных предприятий и цехов, потребность в электроэнергии в стране стремительно растет. Но каждая семья, каждая организация и учреждение, каждое предприятие и цех, независимо от форм собственности, должны придавать первостепенное значение бережливому и рациональному использованию электроэнергии в зимний период. Рост населения, увеличение количества социальных учреждений, производственных предприятий и цехов ведет за собой увеличение потребностей в электроэнергии. Из-за снижения запасов воды в бассейнах формирования реки Вахш возникло множество проблем в плане обеспечения экономической и социальной сфер страны электроэнергией. В связи с этим правительство Республики Таджикистан призывало жителей страны к одному из основных способов решения возникших проблем – экономии электроэнергии. В связи с холодами начала зимнего сезона и предстоящими длительными морозами возникла опасность нехватки воды до конца зимы в водохранилище Нурекская ГЭС. Сейчас уровень воды в водохранилище Нурекская ГЭС по сравнению с этим периодом прошлого года ниже на 4 метра. В Таджикистане в годы независимости были возведены новые энергетические мощности, реконструирован и отремонтирован ряд существующих электростанций, но основным водным ресурсом в нашей стране до сих пор является только водохранилище Нурекской ГЭС. Успешно функционирует ТЭЦ-2 города Душанбе, 2 агрегата Рагунской ГЭС. Несмотря на это, из года в год возрастает потребность в электроэнергии в стране. Из-за сложившейся ситуации компания Барки Тоджик пришла к решению на некоторое время ограничить подачу электроэнергии в стране в тех местах, где нет многоэтажных домов и есть возможность использования других источников тепла. Ограничения введены с 5 января 2021 года в основном в ночное время. В Таджикистане с 10 декабря работает единый республиканский штаб по проведению разъяснительных работ по рациональному использованию электроэнергии и выявлению случаев незаконного подключения к источнику электроэнергии в каждом городе и районе. Рабочими группами осуществляется проверка системы потребления электроэнергии каждым гражданином, предприятиями, организациями, независимо от форм собственности. Следует отметить, что после создания рабочих групп потребление электроэнергии снизилось на 10-20% за счет экономии. Книга «Таджики» раскрывает сущность таджикской нации, имеет большое историческое и духовное значение, знакомит нынешнее поколение со славным прошлым таджикского народа. Чтение этой мудрой книги знакомит нас с историей, языком, обычаями, культурой, истоками формирования таджикского народа и пробуждает национальную идентичность, чтобы мы могли учиться, знать и гордиться своим прошлым. В Таджикистане проводится раздача книги «Тоджикон» таджики академика Бобаджона Гафурова. В честь 30-летия государственной независимости от имени главы государства данная книга будет вручена каждой семье в стране. Распространение книги «Таджики» началось в Мургабском и Ванжском районах Горно-Бадахшанской автономной области и продолжается в других городах и районах страны. Напомним, в декабре 2019 года в своем послании президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с инициативой об издании книги «Тоджикон» Бобаджона Гафурова с последующей бесплатной раздачей книги каждой семье. В сентябре началось издание книги, которая будет издана в количестве 1 600 000 экземпляров. Изучение истории таджиков, самобытного вклада в общую сокровищницу человеческой культуры неразрывно связано с изучением истории всех народов Центральной Азии. Именно в книге академика Бобаджона Гафурова рассмотрены такие важные вопросы, как история предков таджиков, формирование таджикского народа, история зарождения и развития его языка и культуры, место таджиков в мировой цивилизации. Книга «Таджики» раскрывает сущность таджикской нации и имеет большое историческое и духовное значение, знакомит нынешнее поколение со славным прошлым таджикского народа. Эту книгу необходимо прочесть каждому гражданину, особенно молодежи, ведь знание истории дает возможность выстроить стройную систему понятий, целостную картину мира, осознать свое место в нем. История учит мыслить глобально. Знание прошлого помогает разобраться в настоящем, оберегает людей от повторения давно уже совершенных ошибок. История помогает найти в прошлом ответы на поставленные сегодня вопросы, вплоть до того, что знание каждым человеком истории прошлого служит непременным условием и гарантией построения светлого будущего. Бобаджон Гафуров научно доказал, что формирование
таджикской нации происходило еще в древние времена. Были привлечены все найденные на тот момент письменные источники, а также данные археологии, лингвистики, антропологии, нумизматики и других наук. Помимо таджиков, академик изучал судьбу и ближайших наших соседей – узбеков. Гафуров указал, что у двух народов общая этническая основа – история и достижения. Переведенный на европейский и восточные языки труд ученого не теряет актуальности и сегодня, так как до сих пор цитируется многими авторитетными востоковедами. Выдача книги «Таджики» в каждую семью сыграет важную роль в самопознании подростков и молодежи страны. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвахт. Новости. В Румитском биосферном заповеднике количество выращиваемых бухарских оленей, занесенных в Красную книгу Таджикистана, достигло 23. Эта работа проводилась в соответствии с поручением правительства Республики Таджикистан по разведению редких животных, в том числе бухарских оленей. Подробности в следующем сюжете. Рамитский биосферный резерват расположен в южной части Гисарского хребта над рекой Каферниган. Главной целью создания резервата являлось сохранение имеющихся природных объектов, ограничение антропогенного влияния и проведение мероприятий, направленных на восстановление природных объектов. В резервате обитают 15 видов редких животных, в том числе тяньшанский бурый медведь, рысь, снежный барс, улар, бухарский олень и другие редкие виды. Грациозный бухарский олень обитал в этих краях с древних времен. В 1999 году численность бухарских оленей уменьшилась до 400 особей. Данный резерват был организован с целью восстановления популяции этих благородных животных, занесенных в Красную книгу Таджикистана. У нас созданы благоприятные условия для разведения бухарских оленей. Они находятся в условиях максимально приближенных к естественным, но мы их кормим, чтобы они набрали вес. В этом году мы ожидаем пополнения, возможно, родятся еще 13 оленят. Условия развития и адаптации новорожденных оленят среди Рамитского резервата идеальны. Здесь они стабильно набирают вес и растут в соответствии с их биологическими особенностями. В настоящее время площадь фермы увеличена с 4,5 гектара до 10 гектаров. Увеличение количества редких животных, в частности увеличение ареала бухарских оленей в бассейне реки Каферниган и обеспечение стабильных условий для них способствует восстановлению биоразнообразия и развитию экологического туризма. Зумрат Файзиева, Рано Азизи. Новости. К гибели 20 мирных жителей на свадебной церемонии в центре африканской страны Мали привел авиаудар неопознанного самолета. На Боливию обрушился сильнейшее наводнение. Сообщается, что причиной стал небывалый шторм с проливным дождем и градом. Число пострадавших в результате взрыва в кафе города Урашевац в автономном сербском крае Косово и Метохия возросло до 42. Таджикистан – одна из самых удобных стран для горного туризма, ведь территория страны на 93% состоит из гор. Таджикские горы привлекают огромное количество альпинистов, скалолазов и других любителей горных видов спорта и экстрима. Благодаря физико-географическим особенностям страна имеет огромные потенциальные возможности для развития горного туризма и альпинизма. Большую часть туристов в Таджикистан манит возможность восхождения в горы, увлекательнейшие приключения, преодоление, познание себя и окружающего мира – вот что стоит за словами «восхождение в горы». Активный отдых в горах приносит свои чудодейственные результаты по оздоровлению, очищению души и тела. Уникальные физико-географические особенности Таджикистана открывают огромные возможности для развития горных видов спорта. Общественная организация «Горно-спортивный клуб Акба» уже на протяжении 10 лет занимается подготовкой молодых спортсменов. Главным направлением работы этого клуба является привлечение молодежи к спорту, активному отдыху и здоровому образу жизни, а также забота об окружающей среде. Ежегодно клуб проводит набор молодежи в спортивные секции, в которых молодые спортсмены познают основы альпинизма, скалолазания, горного туризма. Основная наша задача – это привлечение населения Таджикистана.
к занятиям горными видами спорта. Наш Таджикистан горная страна, поэтому мы вот альпинисты, скалолазы, мы решили, что нужна такая организация, чтобы мы делали это не только для себя, но и приносили какую-то пользу обществу. Мы в основном развиваем такие виды спорта, как альпинизм и скалолазание. Вот. Ребята или молодежь, или люди, которые обратились к нам, вот, мы даем им базовую начальную подготовку в этих видах спорта, общие понятия, чтобы многие люди, вот, хотя и живут у нас в Таджикистане, вообще в принципе не знают, да, что это такое. Вот. То есть мы популяризируем, вот, и если у человека есть серьезные намерения, мы помогаем ему и даем ему базовые навыки. Люди, которые у нас прошли обучение, они востребованы в индустрии туризма очень. Поход в горы сплачивает людей, проявляет их истинное «я», дает возможность стать на другой уровень взаимоотношений с людьми, окружающим миром. В динамике мы сбрасываем все лишнее и наполняемся чистотой открытого пространства. Горы магичны, они обладают необъяснимыми для человека свойствами, ведь недаром в песне говорится: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.